Полисы ОСАГО компании «Стерх» продолжат свое действие. Выплаты будут осуществляться из гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков, сообщает якутское отделение Национального банка. Даже после отзыва лицензии у страховой компании автовладельцам не стоит спешить оформлять новый полис. Если авария произошла по вине владельца страховки, то пострадавшему в ДТП следует обратиться за компенсацией в Российский союз автостраховщиков. Но по другим видам страхования действие договоров будет прекращено по истечению 45 календарных дней с даты вступления в силу приказа об отзыве лицензии, то есть с 11 декабря. Напомню, что 27 октября Банк России отозвал лицензию компании «Стерх». Причиной стал целый ряд нарушений порядка инвестирования средств страховых резервов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, то есть не позднее 29 октября 2019 года, страховая компания обязана уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. Уведомление должно быть размещено в периодических печатных изданиях на официальном сайте страховщика, а также клиентов могут оповестить СМС-рассылкой или по электронной почте, которую они указали при заключении договора страхования. Более подробную информацию, что делать, когда у страховой компании была отозвана лицензия, можно найти на просветительском ресурсе Банка России fincult.info.